Кыргызстан в составе Евразийского экономического союза уже более года. Предполагалось, что после вступления в ЕАЭС кыргызстанские производители смогут нарастить экспорт за счет доступа к 170 миллионному рынку. Большие экспортные перспективы обещали в первую очередь сельскохозяйственникам. И инвесторы, заинтересованные в рынке Союза, должны были инвестировать именно в Кыргызстан, чтобы производить здесь, а продавать на весь ЕАЭС. Логическим продолжением бурного развития производства должно было стать появление новых рабочих мест. Впрочем, возможно, и эти ожидания ставились под сомнение, так как, обещая сокращение уровня безработицы, правительство готовило себе подушку безопасности, улучшая условия пребывания мигрантов в России и Казахстане от вступления в Евразийский экономический союз. Об оптимизме прогнозов правительства в евразийской интеграции в следующем материале. В конце 2014 года, 23 декабря, Кыргызстан подписал документы о вхождении в ЕАЭС. В течение 4-5 месяцев Кыргызстан должен был разработать дорожную карту и внести изменения в национальное законодательство, десятки нормативных актов, чтобы они не противоречили правилам ЕАЭС. 20 мая Джукурку-Кенеш ратифицировал договор о присоединении Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу. Сразу же после одобрения парламентом президент подписал соответствующий закон. Затем свое добро дали и законодательные ветви власти стран-участниц организации. 12 августа 2015 года границы организации открылись. В составе ЕАЭС Кыргызстан получил доступ к 170-миллионному рынку потребителей для своего экспорта. Однако, по данным Нацстаткома, Кыргызстан за год так и не смог воспользоваться этой возможностью. Экспорт страны за первое полугодие 2016 года по сравнению с 2015 годом упал на 28,4%. Правительство надеялось, что вырастет экспорт сельскохозяйственных продуктов, однако стоимость овощей и фруктов снизилась в этом году в среднем на 15%. Фермеры понесли убытки. Кстати, один из глав правительства Кыргызстана обещал, что после присоединения Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу в стране откроются новые производства, будут созданы новые рабочие места и увеличится приток инвестиций. По сравнению с прошлым годом уровень безработицы снизился на 4%. Однако неизвестно, связано ли это снижение с появлением новых рабочих мест или просто многие безработные уехали в Россию. Снизился и приток прямых иностранных инвестиций на 24%. Одним из главных рисков была потеря китайского реэкспорта и снижение объемов торговли на рынках Дордо и Карасу. После вступления в ЕАЭС предприниматели Дордоя сообщали, что их обороты упали на 80%. Но надо отметить, что постепенно рынок оживает. Как и ожидалось, потерпела убытки легкая промышленность. По данным Нацстаткома, с начала года одежды шито на 20-30% меньше, чем в прошлом году. Оказалось, что рынок ЕАЭС не так легко завоевать. Каждая страна старается защитить свой рынок, своих производителей. Искусственные барьеры, чтобы не допустить импорт на свою территорию, создавались участницами экономической интеграции еще со времен Таможенного союза. С препятствиями пришлось столкнуться и Кыргызстану, но у нашей страны не так много возможностей вести торговые войны со своими партнерами. Сразу же после того, как предшественник Евразийского экономического союза Таможенный союз заработал, среди его участников начались торговые войны. Страны организации запрещали ввозить товары, которые производили их же экономические союзники. Официальная причина всегда была одна – несоответствие фитосанитарным требованиям. Хотя на деле страны ЕАЭС оказались не готовы к полному открытию своих рынков друг для друга. Поэтому запретами под различными предлогами члены Таможенного, а впоследствии Евразийского экономического союза пытались защитить своих производителей. Президент Беларуси Александр Лукашенко даже заявил, что в случае продолжения невыполнения договоренностей в рамках ЕАЭС его страна альянс покинет. И призывал называть трения между странами ЕАЭС не торговыми войнами, а куриными и алкогольными войнами. Заявление президента Беларуси понятно, потому что Россия порой даже на границе не пускала товары этой страны. Особенно ужесточился пропуск после того, как Кремль ввел контрсанкции в отношении Украины и Евросоюза. На границе с Россией стали еще усиленнее проверять ввозимые из Белоруссии товары. В январе 2015 года Россельхознадзор обнаружил в белорусских сосисках, которые продавались в Псковской области, генетический материал вируса африканской чумы свиней. На этот запрет Беларусь ответила отказом от покупки астраханских птиц. В следующем месяце Россельхознадзор не пропустил на территорию России из Беларуси 26 тонн сыра, 18 тонн мяса птицы и 22 тонны картофеля. Все товары были отправлены назад в Белоруссию.
Минск же ввел запрет на макароны быстрого приготовления российской компании «Биофуд» и кофе производства «Паули Круз». Россия периодически принимает решения по запрету казахстанских товаров. Сначала Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору ввела запрет на поставки мясной продукции с 2 предприятий Казахстана. Позже Россия не пропустила на свою территорию почти 50 тонн груза из Казахстана и Кыргызстана. Белокочанную капусту, свежую морковь из Кыргызстана и сухофрукты из Казахстана общим весом 48 тонн. И саженцы деревьев розовых кустов, которые из Казахстана везли в Новосибирскую область. Летом прошлого года Россия запретила транзит через свою территорию рыбной продукции стран Балтии и мясо птицы из США для нужд Казахстана. В 2014 году Казахстан запрещал алкогольную продукцию ГСМ из России, а в 2015 году запрет коснулся и пищевой продукции. В сентябре Комитет по защите прав потребителей Казахстана в целях защиты прав потребителей и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения запретил молочные продукты из России и Кыргызстана, объясняя это неоднократными нарушениями санитарно-эпидемиологических и гигиенических норм. Летом того же года прошла информация, что Казахстан начал изымать российскую продукцию с прилавков магазинов по причине низких цен, которые ставили под угрозу бизнес местных производителей. В свою очередь, Россия планировала ввести такие же ограничения для казахстанских производителей. 19 декабря 2015 года Казахстан обнародовал черный список из 190 российских товаров. Туда вошли рыбная, молочная, масложировая продукция, мясо птицы, макароны и кондитерские изделия. Несмотря на то, что Кыргызстан еще в августе прошлого года стал полноправным членом ЕАЭС, Казахстан убирать ветеринарный контроль не спешил, не пропуская кыргызское мясо на территорию страны. А весной этого года Казахстан заявил, что картофель из Кыргызстана заражен и отправил 100 тонн овощей обратно. В мае соседи официально запретили ввоз картофеля из Кыргызстана. Запрет был снят только после вмешательства президента страны Алмазбека Атамбаева. Неужели в Кыргызстане при вступлении в ЕАЭС не знали о такого рода отношениях между экономическими союзниками? Почему не оправдались оптимистичные прогнозы правительства? В чем была ошибка? На вопросы Capital ответил министр экономики Арзыбек Кодёшев. Структура экономики показывает, что не то, что рост экспорта, который обещали нам при вступлении в ЕАЭС, наоборот, даже падает экспорт более чем на четверть, и это довольно печальные, наверное, какие-то результаты. Как вы оцениваете вот эти вот 1,5 года нахождения Кыргызстана и ЕАЭС для экономики страны? К сожалению, когда мы входили в ЕС, в период подготовки, видимо, мы не все факторы учли. Это однозначно, потому что никто не ожидал, что будет такой сильный экономический кризис. Никто не ожидал, что будут санкционные меры в отношении России, которая является одним из главных партнеров. Она занимает 24% товарооборота с Кыргызской республикой, Казахстан 18%. Кроме этого, факторы девальвации национальных валют и в России, и в Казахстане, они, соответственно, негативно отразились на все наши ожидания, которые мы думали, что будет при вхождении в Евразийский экономический союз. Но я хочу убежденно сказать одно, что мы приняли очень правильное решение, что вовремя зашли. Если бы мы не зашли, мы были бы третьей страной для Казахстана и России, которые для нас являются главными торговыми партнерами. Были проблемы с нашими гражданами в России и в Казахстане. Это самый главный плюс, которым я, честно говоря, не горжусь, но это факт. Мы страна с маленькой экономикой, страна с открытой экономикой. Мы, конечно, к этому готовились, но вот эти объективные причины показали то, что состояние и положение оказалось намного хуже, чем мы ожидали. Понятно, почему вы не гордитесь тем положением особым, которое есть у Кыргызстана, у кыргызстанских трудовых мигрантов в странах Евразийского экономического союза. И это правильно, гордиться здесь нечем. Не лучше ли создавать здесь условия для того, чтобы люди здесь оставались, трудились и той же самой поддержкой производства, которую, к сожалению, сейчас, и я далее объясню, почему мы не наблюдаем. Да, к сожалению, именно самое трудоспособное население от 20 до 45 лет, это составляет основную долю наших трудовых мигрантов. Из-за того, что мы не можем, так сказать, их трудоспособить, такая ситуация складывается. Сейчас правительством принята программа «План действий» правительства. И основным направлением работы в этом
плане будет поддержка экспортоориентированных предприятий. Мы наподобие финансирования сельского хозяйства. В следующем году мы планируем, что будет субсидирование именно экспортоориентированных и импортозамещающих предприятий наших бизнесменов. Это будут довольно длинные деньги? Или... Это будут среднесрочные деньги, неплохие, вот как по наподобие финансирования сельского хозяйства. Это будет на 5 лет. От 10 до 12%. Помимо этого, экспортоориентированным предприятиям не менее важно реальный вес валюты, национальной валюты, реальный ее курс. Именно крепкий сом приводит к тому, что даже здесь у нас на внутреннем рынке товары из России и Казахстана, они пользуются большим спросом, нежели произведенные здесь, в Кыргызстане. И это для производителей большая проблема. Как вы видите решение этой проблемы? Говорит крепкий сом, это высоко слишком сказано. Дело в том, что надо сказать, что наоборот слабый тенге и слабый рубль оказался. В этом вопросе есть палка двух концов. Если, допустим, Национальный банк абсолютно не будет делать интервенции, допустим, не будет этот вопрос смотреть, у нас будет социальный взрыв, потому что если увеличивается курс национальной валюты, соответственно, будут социальные издержки. Это необходимо будет увеличить заработную плату, необходимо будет пенсии, пособия увеличить. На это у нас в бюджете денег нет. Соответственно, другая сторона, то, что вы говорите, предпринимателям сейчас очень тяжело, потому что раньше соотношение сама к рублю было 1,5 разница, а соотношение к тенге было 1 к 5. И говорят, что это самый верный рыночный курс для нас, потому что это наши главные партнеры. Это к тому времени это так было. Я надеюсь, что в ближайшее время экономики и Казахстана, и России, когда они выйдут на этот диапазон, у нас улучшение будет. Как министр экономики, какие вы видите реальные причины для того, чтобы сом удерживал свои позиции, на которых он сейчас находится? Потому что экспорт у нас падает, притока иностранной валюты мы не наблюдаем, помимо, может быть, некоторого увеличения мигрантских поступлений. Это непростой вопрос. Это непростой вопрос. Вы знаете, к сожалению, у нас очень большой объем теневой экономики, о которых мы просто говорим, конечно, но в этом отношении у нас есть вопросы. Вот, я думаю, что, в принципе, сегодня национальная валюта, она отвечает тем требованиям, которые, в принципе, есть сегодня. Вот, но говорить, что полностью зависит от того, что из экспорта, просто у нас многие вещи, они находятся в тени. В этом направлении мы должны проводить работу. Именно выход из тени будет предопределять то, что у нас будет реальная экономика. Последние данные 2012 года говорят о том, что 39% у нас находится в тени. В начале беседы вы сказали, что при вступлении Кыргызстана в ЕС, при процессе, когда Кыргызстан становился полноправным участником, никто не ожидал, что такой кризис грянет в России, никто не ожидал, что такой кризис грянет в Казахстане. Но если вспомнить, то, в принципе, экономические санкции в отношении России начинались в начале 2015 года. И вот как раз на тот период вступления Кыргызстана в ЕС пришелся момент, когда было заметно сильное падение экономики России, когда обвал рубля достиг таких масштабов, которых не было видно долгие годы. На тот момент Кыргызстан, вступая в Евразийский экономический союз, четко ли осознавал, на какую интеграцию он идет, на какую интеграцию с экономикой, у которой реально возникают проблемы, и эти проблемы закончатся не сегодня, не завтра, и то дно, которое ожидает уже, наверное, второй год в этом падении, что оно еще далеко, и непонятно, когда его вообще достигнут. Ну, к концу 2014 года практически у нас все законодательные нормативные акты по вступлению в Союз, они уже были завершены. Вот. Но то, что именно будут такие жесткие меры, конечно, мы не ожидали. Российская экономика, она очень влиятельна на экономику стран ЕС, СНГ, стран СНГ тоже влияет. И в этом направлении, видимо, наши, так сказать, оптимистичные планы, они не оправдались. Вот. В этом направлении, конечно, сейчас надо будет вести работу.
Вот, и все наши действия, которые сейчас мы предпринимаем в области фискальной политики, мы максимально, так сказать, идем навстречу предпринимателям. А вы уже сказали о том, что сейчас одна из основных проблем — это ветеринарные и фитосанитарные проблемы. Также вы недавно сказали, что наши партнеры создают, по сути, искусственные какие-то препоны для производителей Кыргызстана. Торговые войны вообще в Евразийском экономическом пространстве, ранее это был таможенный союз, не новы, они начались еще с момента образования таможенного союза. Был ли Кыргызстан готов к тому, чтобы занять удобные позиции в этих торговых войнах? Или вот мы вступили и столкнулись впервые с этими торговыми войнами и не знаем, что с ними делать? К сожалению, торговые войны невозможно спрогнозировать. Тут обязательно должны соблюдаться национальные интересы. Мы же не ожидали, что именно наш приоритет направление животноводства и сельское хозяйство не будет пускаться в Казахстан. Для меня это очень непонятно. Тоже инцидент с картошкой, да, допустим, то, что по ветерине, это понятно, там лаборатория, с картошкой вообще было непонятно мне абсолютно. И некоторые наши действия наших соседей, они для меня были очень непонятны. Но мы в этом отношении сейчас будем эти вопросы все обсуждать на площадке ЕЭК. Очень жаль. Ну и последний вопрос. В начале нашей беседы вы сказали, что любая интеграция сразу не дает результат. А по вашим прогнозам, когда эта интеграция, евразийская экономическая интеграция, даст положительный результат для экономики Кыргызстана? Она даст результат положительный тогда, когда у нас будет полностью упорядочен законодательный нормативный акт внутри этих 5 стран. Тогда, когда полное понимание будет между этими странами в плане то, что мы являемся членами этого союза. И все вот эти, так называемые, как вы сказали, торговые войны, когда они прекратятся, да, дадут результат. Ну, конечно, если кризис, который сейчас, экономический кризис идет, она тоже должна прекратиться, вот тогда у нас будет этот результат. Ну, это, наверное, в ближайшие среднесрочном периоде еще время это будет показать. То есть в ближайшие 5 лет положительных результатов от интеграции в ЕС вы не ожидаете? Ну, я так не могу ответить. Мы будем стремиться, чтобы это было лучше. Я говорю, что есть проблемы, которые еще будут в среднесрочном периоде. Это никто точно не может сказать, это будет 5 лет, 3 года, может это раньше. Но мы будем делать все, чтобы стало лучше. Хорошо. Спасибо большое.